Ручной подсчет голосов ЦИК уже завершил. Так выглядит первая тройка у Садыра Джапарова 79,23%. О том, что он лидирует, понятно стало еще по результатам, основанным на показателях с автоматически считывающих урн в минувший понедельник. Это были предварительные итоги, но Садыр Джапаров вырвался вперед со значительным отрывом от своих соперников. Теперь же результаты ручного подсчета должны быть официально утверждены на заседании ЦИКа. Говорить о значении состоявшихся президентских выборов и референдума не приходится, особенно учитывая события, произошедшие в октябре. Тогда были выявлены беспрецедентные нарушения в ходе выборов депутатов в парламент, что и послужило катализатором народных волнений. А чтобы в этот раз плебисцит прошел мирно, открыто и справедливо, как сказал исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов, были предприняты все необходимые меры, в том числе равные для всех кандидатов условия. Правила выборов были заранее известны всем кандидатам и избирателям. Важно и то, что для наших кандидатов в президенты были созданы одинаковые условия для проведения агитационной кампании, а также для наших граждан, чтобы не было никаких препятствий для выражения политической позиции и взглядов. Хочу отметить слаженную и масштабную работу правительства и Центральной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов, в том числе и за рубежом. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, зафиксировано не было, отмечают главы миссии международных наблюдателей. А при выявлении других видов нарушений были предприняты оперативные меры. Плебисцит прошел прозрачно, попыток повлиять на результаты выборов обнаружены не были. Особо подчеркивают они и высокий организационный уровень избирательного процесса. Произошло такое впервые. Я от имени нашей миссии хотел бы вас лично, в вашем лице, ваших коллег и всех тех, кто руководил организацией выборов и проведением референдума, поблагодарить. Поблагодарить за то, что такого уровня организации избирательного и референдумного процесса мы давно уже не видели, хотя многие занимаемся выборами и референдумами уже много лет. И вы правильно сказали, что те вопросы, которые были в октябре прошлого года, они были учтены. И сейчас проблемных таких моментов, вопросов, нарушений, которые вы поставили под сомнение результатов голосования на выборах и референдуме, мы не обнаружили. Международные наблюдатели выразили надежду на то, что состоявшиеся выборы послужат консолидации и укреплению мира в обществе. Я подтверждаю слова наших коллег. Действительно, в ходе наблюдения не обнаружены какие-либо грубые нарушения, которые могли бы повлиять на итог голосования. И наша миссия пришла к выводу, что действительно выборы прошли свободными, транспарентными и конкурентными. Делегация Тульского совета надеется, что прошедшие выборы и референдум послужат сплочению народа Кыргызстана, консолидации народа вокруг избранного президента и достижению всеобщего национального согласия. Сами же граждане столь большой процент голосов избирателей объясняют огромным кредитом доверия. На вопрос о том, чем же в первую очередь должен заняться избранный глава государства, опрошенные нами граждане отвечают по-разному. Однако их ответы сводятся к необходимости вывести страну на путь устойчивого развития. Было заметно, что эти выборы отличаются от предыдущих хотя бы тем, что подкупа голосов избирателей не было. Теперь народ в ожидании. Свой гражданский долг я выполнила. Хочется верить, что будущий президент оправдает доверие избирателей. Граждане выразили свое доверие. Конечно, мы хотим лучшей жизни. На этом и необходимо сконцентрироваться избранному президенту. По моим личным наблюдениям, грубых нарушений не было. Будущий глава государства, думаю, должен понимать всю ответственность и приложить все усилия, чтобы народ наконец-то начал жить хорошо. Понятно, что в одночасье полностью изменить ситуацию в стране не получится, но народ верит и ждет планомерного развития Кыргызстана.
Участвовала в выборах. Такой шанс у избирателей появляется раз в 6 лет. Хочется наконец увидеть реальные изменения. Граждане, по сути, выбрали того человека, на которого готовы положиться, на того, кто сможет справиться с существующими проблемами. Люди хотят лучшей жизни, решительных перемен и экономического рывка. Потому что народу надоели вот старые политики, политиканы, которые в течение 30 лет независимости разорили страну и довели до экономического и политического кризиса. Но о том, что он будет избран, я еще убедился вот в начале октября, когда были народные волнения. Ведь там хотели стать во главе государства десятка наших политиков, вы знаете, я не хочу их назвать. Но народ почему-то в самом конце остановился на Садыр Джапарове. По существу народ его поставил на должность исполняющего обязанности президента и главы правительства. Первоочередной же задачей, которой должен заняться будущий глава государства, аналитики называют борьбу с коррупцией и теневой экономикой, соответственно, обеспечить стране экономический рост и восстановление деловой активности. Я думаю, что теперь население ждет больших перемен, больших изменений в лучшую сторону. И население ждет решения социально-экономических, политических и финансовых проблем в стране, которые копились годами. И я думаю, вообще популярность кандидатов в президенты Садыра Джапарова заключается в том, что народ ему поверил. Для будущего страны состоявшийся плебисцит значение имеет большое. И в этой фразе пафоса нет. Эти выборы стали поворотным моментом. После октябрьских событий в нашей стране была неопределенность. Поэтому надо было легитимизировать президента, то, чтобы в Кыргызстане была политическая стабильность и легитимность. Иначе у нас могут без конца идти споры. Надо поскорее заняться самыми первоочередными задачами, я имею в виду борьбу с пандемией и восстановлением нашей национальной экономики. В минувшее воскресенье избиратели сами решили, кому они хотят доверить управление страной в течение следующего президентского срока. Кредит доверия к избранному главе государства достаточно большой. Вместе с тем кыргызстанцы впервые сами выбрали то правление, при котором им предпочтительнее жить. Теперь же, когда все процессы приведены в окончательное русло, необходимо продемонстрировать эффективность выбранной модели. И будущий президент полон решимости сделать это, замечают аналитики. Мне кажется, что вот это вот само доверие к президентской форме правления, скорее всего, даже олицетворение доверия к лидеру, политическому лидеру. И то, что этот же лидер, который говорит открыто, что он готов взять на себя ответственность, ну, за 30 лет мы слышали громкие слова, которые люди берут на себя ответственность, но никто это юридически не оформлял, что этот человек будет отвечать за все. К слову, Садыр Джапаров уже обозначил свои приоритеты. Подчеркнул он в том числе и свою нацеленность на консолидацию политических сил, особенно тогда, когда страна нуждается в развитии. Политические оппоненты, все кандидаты в президенты, оппозиционеры и те, кто далек от политики. Мы обязаны использовать этот уникальный шанс на обновление страны. Сделать наши мечты о светлом будущем Кыргызстана реальностью. Уважаемые друзья, в моем сердце нет злости или ненависти ни к своим соперникам, ни к тем, кто приложил все усилия, чтобы дискредитировать меня, чтобы не дать свершиться народной воле. Давайте все вместе превратим наш Кыргызстан в процветающую и счастливую страну. Садыра Джапарова с победой на выборах президента уже поздравили зарубежные лидеры, в том числе Владимир Путин, Си Цзиньпинь, Реджеп Таип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Виктор Орбан, Халтмаагийн Батулга, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и другие, выразив при этом свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, углубляя сотрудничество и партнерство. Аяна Дюшикеева, Бигджан Токтосунов, Ала-То 24.